Третий день совместной экстремальной экспедиции Шинтоп Трофи начался. Главная цель сегодняшнего дня – пройти прижимы, но до них еще нужно было добраться. Как мы уже говорили, вода в этих местах ведет себя необыкновенно. За несколько минут уровень в речке может подняться до метра, а иногда и выше. Но что особенно удивило, это отсутствие мостов. Может, местные жители и привыкли каждую водную преграду преодолевать своим ходом, но для нас, честно говоря, это было несколько неожиданно. Мосты либо отсутствовали полностью, либо присутствовали в виде, который испугает даже любителя экстремальной езды. Но не сунется никогда здравомыслящий водитель на мост, где доски не выдерживают даже человеческий вес. Рисковать мы не стали, и, преодолев несколько речек вброд, поняли, что и мы не лыком шиты, хотя и место для переправ выбирали сами, не зная, где провалимся, а где наткнемся на подводный булыжник. Большие перекаты с сильным течением следует переходить, поднявшись чуть выше, чтобы машину не снесло. Иногда бывали случаи, когда водители просто разгонялись с берега и под углом шли как лодка, когда большая вода. Ну и также не стоит забывать о весе машины. Когда вес слишком маленький, машину может просто перевернуть. Чтобы восполнить вес, некоторые используют камни. И как оно против течения-то? Ты знаешь это? Еще надо было грузить. Мало нагрузили. Легенько, как балерина, так это по камушкам. Прыг, прыг, прыг. На фарватере-то там лихо, да? Ну. В следующий раз не поленюсь еще больше загрузить. Если будет вопрос, сколько загрузить, я лучше попотею, чем это потом меня понесет. Потому что меня, наверное, метров 15 снесло, да? Конкретно же. Видел, да? Проще Когда переправы через брод стали для нас обычным делом, мы обратили внимание, что многие ручьи и реки вовсе не имеют названий. Они идут под номерами. Видимо, дорожники считают, если у реки названия нет, то и мост ей, собственно, ни к чему. Ну и бог с ними. Мы приближались к самому захватывающему зрелищу, которое ожидало увидеть нам в этот день – прижим. Как выразился президент Владивостокского клуба «Шатун» Александр Халянов, прижимы – это очень опасные и в то же время интересные участки дороги. Только такие слова и может сказать человек, который не видел их собственными глазами, а лишь читал про них или смотрел фотографии. То, что предстало нашему взору, когда делегация из 13 автомобилей достигла первого прижима, описать словами практически невозможно. Но об этом чуть-чуть позднее. Не сказать, чтобы прижимы можно было назвать участком тяжелым, дорога там набита довольно-таки неплохо, а для наших внедорожников идеально. Страшно становится тогда, когда через каждые 100 метров начинаешь видеть винки, памятные обелиски и раскуроченные кузова сорвавшихся со скалы машин.
Дорожное полотно в этих местах настолько узкое, что зачастую, чтобы разъехаться двум автомобилям, одному приходится сдавать назад. Только здесь понимаешь, что самая важная часть в машине – это тормоз. И мало кто пытается гневить судьбу, выезжая на прижимы ночью. Во времена ГУЛАГа в 30-е годы прошлого столетия строители-заключенные выдалбливали основную дорогу прямо в скальном монолите, прижимаясь к скалам. Отсюда и название – прижим. В Хандаге глава администрации, кстати, очень хорошо знающий историю своего края человек, уверил нас, что Колымская трасса тогда была крайне нужна стране. И задача была поставлена в пределах вот этого за короткий срок, дабы переброски, пролаз, одно движение. Танковый корпус перебросить на наши дальние России. Но не только для того, чтобы защитить границы нашей Родины, использовалась Колымская трасса. Она была необходима для переправки на материк золота с приисков, но что самое пугающее, заключенные клали свои жизни, чтобы их же самих этапировали на край света. Так в те годы зэки, да собственно и большая часть рядовых граждан бывшего Союза, называли Магадан. Однако все ужасы гулагских времен начинают меркнуть по сравнению с величественной красотой трех прижимов. Будущее поколение, наверное, уже будет считать эти места природным изваянием. Сюда будут ездить на экскурсии целыми семьями. Но уже никто не будет помнить, какой ценой была построена дорога смерти от Хандаги до Магадана. Уже сейчас скалы повсюду исписаны городами и именами тех, кто здесь был. Что поражает, здесь был Вася, ни одной надписи нету. То ли здесь Васи не было, то ли у них краски с собой нету. А может скорость обвала такая, что быстро с Васи улетают вниз. Однако, что ни говори, но когда находишься на прижиме, понимаешь тех людей, которые хотят запечатлеть свое имя на этом монументе сталинской эпохи. Это необыкновенное зрелище и необыкновенные эмоции. А еще завораживает высота. Если встать на край дороги на самом ее пике, то можно смело назвать цифру 300 метров над землей. Ну а дополняет эту величественную красоту, созданную вместе человеком и природой, цвет скал. Именно цвет скальной породы и дал название каждому прижиму – желтый, красный и черный. Но был на нашем пути такой момент, когда сердце сжалось от восторга и трепета. Чертовы ворота. Непонятно, почему возникло такое название, но на эту красоту, созданную матушкой природой, не поднялась рука ни заключенных, ни их конвоиров, строивших в прошлом столетии Колымскую трассу.